Первый день соревнований по масс-рестлингу на помост вышло 22 спортсмена из 5 стран. Половина из них была представлена хозяевами турнира. Масс-рестлинг стал популярен и у наших соседей, хотя в Иркутске им стали заниматься не так давно. Умар Махторов прошел отборочный турнир и попал в команду Сибирского округа. Хоть и спортсмен не занял призовое место, у сибиряков амбициозные планы. Будем в дальнейшем тренироваться, конечно. Будем побеждать, хотим победить якутов, это главная цель, конечно. А вот у 4 атлетов из Индии дела обстоят чуть получше. В весе до 68 килограммов Мулла Хусейн остановился в шаге от бронзовой награды. Я один раз выиграл, 2 раза проиграл. Чуть повредил руку. Якутяне очень сильные, давно увлекаются этим видом спорта, поэтому у них есть преимущество. Родоначальники масс-рестлинга якутяне выясняли отношения в финале во всех 3 весовых категориях. Арутхан Егоров, Рудольф Жирков и Николай Иванов стали чемпионами нынешних игр. В первом отборе я проиграл, во втором все победившие попали в сборную команду. Таким образом, я стал участником игр. И я не подвел своих тренеров. Выиграл золото. Очень доволен. Сегодня на помосте выступал Игорь Фролкин, родной брат известного масс-рестлера Сергея Фролкина, который присутствовал в зале. Золотую медаль выиграть не удалось, но серебро международных игр – вполне достойный результат. Поддерживал меня в нужные моменты. И когда я проигрывал, он говорил, каждый человек проигрывает, не надо на этом останавливаться. Большое выступление на большой помосте. Все родители здесь были, это плюс волнение. И, конечно, мы рады всей семьей. Это честь, горжусь своим братом. На днях старший Фролкин едет представлять Россию на чемпионат Европы в Грузию. А Игорю хочется пожелать удачи на юношеских турнирах и стать достойным преемником высоких побед его старшего брата. Юргена Егорова, Карл Ларионов, Дети Азии, Якутск. Каждому якутянину очень интересно, что наш родной якутский вид, как масс-рестлинг сегодня, уже признан во всем мире и участвуют все страны. И теперь уже он культивируется среди юных спортсменов, которым до 15 лет. Конечно, Республика Саха-Якутия здесь выставлена сильнейшим составом. И наши спортсмены показывают, что масс-рестлинг сегодня находится на очень высоком уровне подготовленности, культивированности и распространенности, наверное, среди районов, улусов нашей республики. В каждой школе культивируется. Вот тренер с Индии, он говорит, что будет масс-рестлинг культивировать себя в Индии и будет школьную программу своей школы. У них же школы такие частные характера. Будет показывать вот эти тренинги, тренировки именно по подготовке спортсмена, который перетягивает палки. Он говорит, это будет очень такой разностороннего характера физически подготовленный спортсмен.